Очень хорошие вещи вы делаете. Но вот напомните, сколько у нас владельцев дипломатических паспортов? Дипломатических сегодня действующих паспортов 1071. Казахстан добился для простых граждан безвизового режима в Арабских Объединенных Эмиратах на срок 30 дней. Мы для 1071 граждан, обладающих высшей политической властью, да, находящихся на политических должностях, мы для них создаем условия. Почему у Министерства иностранных дел не получается добиваться безвизового режима вот в тех же Арабских Объединенных Эмиратах? Ну, во-первых, Дасан Далбаевич, я хотел бы отметить, что мы также такой же вопрос, как наши казахские коллеги ставим, и не только Объединенным Арабским Эмиратам, но и другим странам по облегчению, как минимум, а так и безвизовому режиму между нашими странами, в том числе исходя из паритета. Мы на сегодня 45 странам безвизовой режим на все виды паспортов дали. С рядом из этих стран, как вы знаете, мы уже добились того, что на дипломатические и служебные паспорта эти страны согласились. Сегодня мы ведем переговоры еще около с 10 странами по такому же режиму. Мы уже внесли, по-моему, проекты соглашений, которые были одобрены вами и уже вступают в силу с рядом европейских и с рядом азиатских стран. Что касается безвизового режима на обыкновенные паспорта, вопрос прежде всего стоит в самих этих паспортах обыкновенных. Здесь у нас большие проблемы есть. Мы из прессы знаем и так знаем, что когда будет наведен порядок, и об этом наши коллеги говорят, то они готовы будут рассматривать вопрос о безвизовом режиме и для обыкновенных паспортов. Но эту работу мы продолжаем проводить. Когда последний раз Министерство иностранных дел добивалось безвизового режима для обыкновенных паспортов в какой-либо стране? Когда это было последний раз, просто скажете? На сегодняшний день мы новых соглашений о безвизовом режиме для обыкновенных паспортов не подписывали. Мы работаем с теми соглашениями, которые действуют на сегодняшний день. Новых нет. Ну, когда наступит порядок, значит, у нас получается в паспортной сфере беспорядок. Я не хочу так категорично говорить, но нужно, чтобы безопасность этих паспортов, порядок выдачи этих паспортов, использование, возврат этих паспортов, везде должен быть наведен жесткий, четкий порядок. И сегодня такая работа ведется. Вы знаете, что вводятся новые биометрические паспорта. Вот этот шаг, он позволит создать условия для того, чтобы и на обыкновенные паспорта биометрические вводился безвизовый режим с рядом стран. Еще один вопрос, немножко отойти от законопроекта хотел. У вас работал такой консул Анвар Абдрахманов. Ануар Абдрахманов. Вот этот гражданин, он работал в аэропорту в качестве консула, значит, он занимался визовой поддержкой, и его уволили из-за того, что к нам прибыл иностранный гражданин с несоответствующими документами. Там объяснять очень долго, я думаю, вы сами в курсе. Но мне кажется, можно было бы как-то решить этот вопрос не в судебном порядке, а вот таким образом, да, там при помощи предупреждения. Тем более я посмотрел документы, но на самом деле у нас очень много недочетов в законодательстве, и на основании этого его, получается, уволили. Что такое визовая, там, что такое консульская ориентировка, четко нету в законодательстве определения. Некоторые документы вы почему-то посчитали за консульскую ориентировку. Дастан Далбаевич, в законодательстве в виде закона нету, в виде нормативно-правовых актов все это есть. И в нормативно-правовых актах инструкции нашего министерства. Во-вторых, я хотел бы сказать, что по данному вопросу были судебные разбирательства.
я думаю, что мы не должны влиять на решение суда. Как суд решит, так и будет. Мы отстаиваем свою точку зрения, он отстаивает свою точку зрения. Вопрос о том, чтобы, скажем, как-то в внесудебном порядке, господин Абдрахманов сам не хотел этого сделать. Какие проблемы? Еще по поводу, хотел вопрос поднять, выездных виз. Когда, допустим, иностранное лицо здесь, в отношении него налагается штраф, он здесь долго пробыл, значит, Он секунд. не успел продлить визу, его штрафуют. Кто штрафует? МВД же, да? Да, я понимаю сам. Я сейчас точно не знаю, скажу, по миграционной службе или, по-моему, МВД штрафует, а мы выдаем выездные визы на основании этого. Уақыт қосып қойғыла, жиынтықтап Там суть такая, смотрите, я быстро объясню. Выездная виза оформляется ДКСом, но штраф платит в МВД. Человека в аэропорту снимают, он едет в МВД, оплачивает, уже билет у него просрочен. Было бы хорошо, если бы вы сделали по принципу единого окна. Его там же оштрафовали, получил выездную визу и улетел. Вот это было бы правильно. Вот у нас сейчас такая проблема. Даниил Иванович, мы должны создавать условия для нарушителей, да? Нет, мы должны создавать условия для того, чтобы, по крайней мере, люди у нас не в бюрократию, эту коррупцию не попадали. Нет, извините меня, Дасан Далбаевич, человек просрочил визу, просрочил все сроки пребывания, он об этом знает, он едет в аэропорт, делает вид, что он этого не знает. Он, зная, что он просрочил визу, он должен пойти в соответствующие органы, продлить эту визу, там, сделать выездную визу, заплатить соответствующие штрафы, потом покупать билет и вылетать. Екінші микрофон. Қош белгіле десем, что-то бияқта өчіріліп жатады да микрофон. Эрлан Бекеш, ни в коем случае я не говорю, что мы какие-то должны льготы создавать. Он, человек этот и так будет наказываться штрафом, да, но нужно какие-то условия для того, чтобы даже наказывать. Мы не должны драконовские какие-то условия создавать. Сделайте так, чтобы его там же наказали. И бывает всякое, ну, на 3 часа бывает просрочено, бывает там на полдня просрочено. Ну, всякое бывает. Вы же сами понимаете, по болезни бывает. Вот какие-то случаи вот такие нужно все равно посмотреть, да? Не так, что вот там в отношении, может, всех. Но вот такие моменты вы должны посмотреть. Я про это говорю. Да, Дасан Далбаевич, в основном депортации или там, скажем, вот со следующим штрафом налагается на граждан, которые не на 3 часа опоздали, не на полдня, а которые нарушили наше законодательство и пребывали здесь незаконно очень долгий период времени. Поэтому они сознательно это все знают, и у нас есть соответствующий порядок. Но я вас услышал, мы подумаем, что можно сделать.